Все, доброе утро. Проснулся от жары в палатке. Сейчас вон собираюсь. Вот, сегодня какой план, в принципе, думаю добраться уже до второй плотины. Вот, как раз, наверное, за сегодня доберусь. Ну, посмотрим, как что будет, как погодка, какой ветер. Вот. Сегодня еще псина меня тут разбудила, какая-то псина бегала и что-то погавкала, чуть-чуть убежала. Ну, здесь тропа, тут люди ходят оттуда сверху, видимо, сюда рыбачат или что, прям тропка натоптанная. И да, кстати, сегодня ровно неделя путешествия, понедельник и 1 мая сегодня. Вот, так что такие вот даты. Вот, и как неделя в целом, как охарактеризовать ее? Настроение прыгает. Честно, сейчас немножко такого энтузиазма нету особо сильного, потому что такая рутина, река не течет, неохота как веслами особо. Медленно продвигается, все хочется побыстрее чуть-чуть. И, ну, потому что по детям как-то скучаю, то ли подсознательно хочется быстрее приплыть, но плыть-то еще дофига, я не знаю, если плыть до самого конца, то есть до Мексиканского залива, то этот маршрут примерно, ну, не знаю сколько, можно осилить ну, вплоть до полугода, я думаю. То есть все лето, потому что это, блин, все-таки 4000 миль практически. Ну, не полгода, конечно, может 4 месяца, я думаю. Это так, не спеша, конечно. Так, если идти спокойно, вот как в моем темпе. Но настроение прыгает. Сейчас вот, как я думал, что, ох, вначале плохо, потом хорошо. Сейчас у меня наоборот было вначале какой-то энтузиазм такой первые дня 3-4. Потом как-то все, блин, сникает. Ну, не знаю. Ну, я, в принципе, заряжен. Сейчас дальше нормально все. Интересно, вот здесь вот это все гостевые домики. Вдоль побережья. И вот люди где-нибудь, условно, там, в Нью-Йорке год копят, чтобы вот сюда приехать и, условно, недельку отдохнуть. А я тут проплываю, думаю, быстрее бы здесь проплыть все вот это вот, все эти водохранилища. Я вот удивляюсь, вот, ну, кто не знает, у нас в Чувашии есть тоже путешественник чувашский, вот, Роман Андреев, вот, и он проплыл вот от Чебоксар до Каспия, там, в каком году, не помню, 19-й, по-моему, вот, и я вот удивляюсь, вот Волга же это каскад озер вообще сплошной, фактически там течения-то никакого нет, там водохранилище заканчивается, начинается другое, вот как сейчас у меня здесь, то есть течения нет. И, блин, зная вот это, я бы, наверное, никогда бы не поплыл. Ну, по крайней мере, на таком каяке. Там уж точно нужен хороший каяк, который хорошо рассекает воду. Это стопудняк. Ну, блин, конечно, он молодец. Ну, я знаю, что у него там проблемы с ветром постоянно были. Там парусник он делал себе. Ну, там вообще... Кому интересно, можете там посмотреть, почитать. Хотя, не знаю, он видео, по-моему, мало снимал. Он там больше Инстаграма или что вел. Но, блин, это, конечно, определенный подвиг такой. По Волге на каяке. Называется Лейк Хелена. Здесь в Америке вообще все называется лейк. Не водохранилище, а просто лейк. То есть озеро. Так, сейчас река снова заходит в узкое ущелье. Вот. Незаметно 3 мили прошел, и это почти треть до дамбы. В принципе, вообще нормально. Сейчас встану здесь, пообедаю и дальше. Что-то грусть такая по детям капздец у меня началась. Просто вообще жесть. Ну, это надо пережить, наверное. Потому что у меня почти во всех путешествиях такое было. Да, вначале вот азарт, такая эйфория, вау. Что-то грязные все. Классно все. А потом что-то бах, какой-то момент такой наступает, переломный, что тебе хочется назад вернуться. Я уже даже билеты смотрел назад с городка Great Falls, который у меня будет там, может, через неделю примерно большого. Там даже билет стоит
то $94. Ну, как бы относительно недорого. Ну, просто так посмотрел ради интереса. Вдруг что. Вот. Ну, надо пережить почти в каждом путешествии у меня такое было. Там спустя неделю, 10 дней вот такое. Вначале вау-вау, а потом что-то так вообще. Я вот помню, когда на Кавказ ехал. Первое большое путешествие у меня было вело. И вот тоже был такой момент, я вот сидел на обочине и вообще думал, то, что назад поехать, может быть. Настолько что-то было как-то фигово. А потом я себе поставил цель, нет, надо доехать до Кавказа, короче. И все, потом как-то втянулся. Потом уже в гости люди начали звать, там как-то с людьми общаться, и как-то стало попроще. Сейчас, может быть, тоже так же будет, не знаю. Ну, что-то такое вообще тяжело как-то. Руки прямо опускаются как-то. Гусь почти быстрее меня плывет, своими лапками перебирая. У меня таких лапок нету, блин, под каяком, к сожалению. Ого, я тут в заросли попал. Ух, какая злая морда, а? Злая скала. Вот несмотря на то, что это все же водохранилище еще, но оно в узком ущелье, и тут красота такая, как-то вообще по кайфу. Особенно с музычкой такой расслабляющей, вообще просто шикарно. Как-то все проходит, грусть развивается сразу. Так, сейчас хочу попробовать пассивную рыбную ловлю. Вот я сделал такую штуку, воблера, ну или как он называется, я не знаю. Честно, я не рыбак, вот хреновый рыбак. Вот, я просто буду на ходу ее выпускать, и пусть за мной она таращится. С блесной вот это вот воблер. Вот, к деревяшке тут все приделал я. То есть буду тральщиком таким. Посмотрим, что будет. Потому что я посмотрел, на лодках они тоже так же ловят. Они просто закидывают и на ходу идут. Не останавливаясь. Медленно. В принципе, я тоже так же могу.
еда везде плавает. Сейчас грецкий орех поймал. Так приятно, попутный ветерок в спину идет. Прям с ним гораздо проще идется, чем даже вообще без ветра. Чуть-чуть помогает. Но лучше вообще без ветра, потому что река петляет, там, где там, где ветер тебе попутный, потом может измениться не попутный, либо боковой еще какой-нибудь. Он прям как дует. Все, сейчас в этом узком ущелье будет дамба. Третья по счету уже. Ну и третья для Миссури реки. Не на тот берег. Я думал, здесь можно выйти, надо на другой берег идти. Вон написано там. Сейчас вещи спустил, сейчас за лодкой пойду. Офигеть, тут классное место. Вот надеюсь, будет вот такое течение везде теперь. Класс. Класс. Блин, улыбаться не могу, больно. Губы обветрились. Помада что-то не помогает. Либо поздно уже купил. Фух, ну все, готов. Дальше собрался. Переволок все. Я так отвык от бурной реки, что мне смотрю аж как-то, как будто в первый раз. Ну что, пойдем сейчас дальше. Такая вот река мне нравится. Не знаю, надолго ли. Блин, вот такая бы везде была. Рыбаки. Сейчас наслаждаться этими каньонами нужно, вот этими остроскальными, потому что потом такого уже после дамбы не будет. Сейчас вот до следующей плотины, до 4-й, вот надо наслаждаться. Блин, это фантастика, как здесь красиво.
Я уже даже течением не могу наслаждаться. Мне все хочется весла взять, короче, и побыстрее. А тут разучился. Но пока течение идет, я не знаю, когда там уже водохранилище станет. Если будет вот такое течение, то вообще офигенно. Можно не рулить спокойно. И, кстати, с плавником, с течением вообще классно. Его лодку не мотает, не крутит. То есть стабильно курс держит прям четко. Но раньше я его не мог одеть, потому что я бы просто вырвал бы его. Там слишком мелкие речки были. Как я люблю сосны. Свет в соснах, шум ветра в соснах. Так прекрасно. Так красиво. Вот здесь сейчас тормознусь, наверное. Лесочек классный. И тихо, спокойно. Красота. Да и время уже 6. Пока то все время. Прошел где-то 17 миль, нормально на сегодня. Тут тропинка, вон, чей-то штабик. Тяги вон чьи-то. Рыбацкая какая-то эта точка. Опа. Я крыжовник нашел. Ну это стопудово крыжовник. Цветет. Да, я его ни с кем не спутаю, ни с чем. Это ж мое детство. Редко такое встретишь. В общем, я свинтил с того места, вот оно обжитое. Мне не нравится это. То есть в любой момент могут там гости приехать. Нашел вот здесь место. Так, пару миль проплыл еще вниз. Вроде нормально. Фух, теперь ставить палаточку. Интересное место здесь огорожено. Вот просто лесок огороженный. Ничего нету. Как будто бы кладбище какое-то. Все, доброе утро. Время 9 час уже. Вот, встаю, собираюсь и еду дальше. Так, все, погнали. Сегодня задача дойти до еще одной плотины. Вот сейчас уже, в принципе, водохранилище тут началось. Течение очень слабое. Вот, и сегодня должен пройти третью, заключительную на этом этапе, наверное. Там следующие уже ГЭСы будут далеко еще. Ой, утка крякнулась тут. Так, сейчас река будет заходить в ущелье. Узкая. Какой мох красивый, розовато-зеленый. Сколько пещер здесь. Ласточкин дом здесь. Столько их летает.
Встал, сейчас пообедаю немножко. Фу, с ветром сегодня не повезло. Ветер сильный, встречный. Прям по ущелью идет, по каньону. Ну, ничего, потихоньку иду. Сейчас высадился на кемпинге здесь. Классное место. Это контейнеры для еды. Еду здесь прятать от животных. Здесь водокачка. Без самой помпы только. Интересно тут вот. Брошюрки, тут все написано, что, как, где это было. Вот этот кемпсайт, короче. Первый раз здесь в 1805, ну, задокументировано военными. В 1805 году вверх по реке поднимались, короче, экспедиция. То есть вверх по реке. Обалдеть. Вот. И они назвали это место Ворота Скалистых гор. То есть фактически вот дальше я буду спускаться вниз, и я уже буду выходить из гор. А они заходили. Вот. И это называется Gates. То есть Gates of Rocky Mountains. И интересное место. Я думаю, что остаться здесь сегодня, переночевать. Тут можно оставаться, ставить палатку. Вот написано, что одни сутки можно как бы спокойно оставаться, потому что очень ветрено, очень тяжело идет дорога. Ну, реально, волны поднимает это все. Сегодня погода показывает, да, большой ветер, поэтому можно остаться, погулять по горам здесь, тропы идут. Вот то, что и сделаю, наверное. Не, поплыл все-таки дальше. Есть следующий кемпграунд, вот там находится, перед горой. Я даже метку поставил еще до путешествия, что на эту гору можно забраться, и там красивый вид с нее. Вот, так что сейчас попробуем. Так, вот пришвартовался к второму кемпингу. Здесь мемориал 13 пожарникам, которые погибли здесь в 49 году, туша пожар лесной. Вот это выписка из дневника Льюиса Н. Кларка. Вот так вот они шли примерно. Веслами гребли вверх. Вон здесь форель на берегу прям. Я не знаю, чем ее ловить. Что она хочет кушать. Вон, я и сую тут червя. Этого силиконового, правда. Ну, спит или что? Такая огромная. Я бы ее съел. Я понял, что мне надо. Мне нужна сеть. Метра 3 хотя бы. 3-4, чтобы так поперек берега поставить. Потому что он форели тут, ну, дофига плавает здесь на мелководье. Я вообще поставил бы, вообще, думаю, поймал бы без проблем.
Ничего, никаких наживки мои кушать они не хотят вообще. То, что у меня есть. Я сейчас даже покажу, что у меня есть. Вот, а так, даже руками пытался поймать, они прям рядом проплывают, но все равно очкуют, они видят. То есть замаскироваться тяжело. Так, ну вот что у меня есть. Это такой наборчик на всякий случай. То есть это не набор профессионального рыбака заядлого. Просто основное все, что есть. Тут воблеры такие, поплавки, там типа черви пластиковые. Вот эти вот тоже. И в принципе все. Воблеры там разные всякие. Ничего такого, крючков там много. Леска у меня еще есть, там моток большой. Это все, в принципе. А вот я говорил за петроглифы, да, пиктограммы. Вот здесь написано, что есть тоже рисунки здесь. Я не знаю, где именно тут. Может, если по тропам походить, посмотреть. Вот есть. И, ну, они не такие старые. 1289 лет сделали радиокарбоновый анализ. И вот 1289 лет назад примерно. Плюс-минус 50 лет написано. Это, ну, то есть это не так давно. Здесь беседка такая есть огромная. Класс. О, а сегодня я буду чай пить с шиповником. Здесь насобираю, как раз сухой, прям хороший. Так, ну что, рюкзак я собрал, кроссовки даже одел, готов к походу. Все самое важное с собой взял, главное. Каяк оставляю здесь. Воды взял, поперли. Тропа стартует. Тут табличка 27-го года. В честь вот этих Льюиса Кларка экспедиций, которые изучили здесь все. Туалет на выходе. Что, сделаем обзор туалета? Закрыто. Кстати, этот пикник-эрия это закрыто. Она в середине мая только откроется. А сейчас 2 мая. Так что тут вообще все закрыто. Так, мне налево. Вот Man Gulch Trail. Gulch Trail. Ого, здесь домики. Forest Service. Property of United States. Посмотрим, что там в окне. Там всякие вкусняшки есть. И туалетка, конечно, куда без нее. В принципе, ничего интересного там. Вот здесь информация о том, как произошли эти скальники все. Вот, и что это было дном Миссисипского моря. Когда-то давным-давно, 305-350 миллионов лет назад. Тропа тут не хухры-мухры. Все оббито камнем. Скамеечки даже есть. Скамеечки с офигенным видом. Это вам не у подъезда где-нибудь. Возле речки всегда прохладно, свежо, хорошо. Здесь выше поднимаюсь в горы. Тут так жарко уже. Ух
уже какая красота. Вон. Кроссовки у меня, конечно, вообще не подходят. Очень скользкие. Ну, беговые. И по камням, по пересеченке они скользят очень сильно. Интересно, так елочка из скалы пробилась. Нашла где-то трещину. Ух ты, какие там пещеры. Фух, дорога зигзагами петляет так наверх. Горельника здесь много, леса поваленного. Горят леса. Не знаю, ходил ли кто-нибудь в этом году по этой тропе, потому что она как бы типа закрыта. Весна. Я уже сейчас 2 клеща снял с себя. Ну, не присосались, бегали только. Ух ты, какая красота. Какая тут пещера. Ух. Ух, как тут круто. Да, тут живительная влага. Фух. Обалденно. Я удивляюсь лесному департаменту здесь в США вообще, вот кто занимается благоустройством всем вот этим, вот эти, как это назвать, бортики ведь везде по всей длине устанавливать, таскать, ведь это все надо было. Обалдеть, работы сколько. Фух. Это почти вершина, но еще не вершина. Ух. Вышел из одного каньона. Вот здесь другой начинается. Ух ты. Красота. Я пойду туда сейчас. Туда и туда, к обрыву. Лес вообще выбритый. Целый склон. Ух, какая тут высота. Меня встречает красавец. Прямо над головой моей пролетел орел. Ух, капец, вот обрыв страшно. Близко подходить. Дошел до хребта здесь. И вот здесь тоже памятка о вот этих 13 пожарников, которые погибли. Ну, то есть хронология по времени, когда что они как десант выбрасывались, короче. Вот высадились сюда, и снизу огонь пошел. Они
шли тушить вот этот, а еще снизу пошел. Ну и они, собственно, убегать, но не успели. Огонь быстро их настиг. И вот погибли, 3 выжили. Вот. Это интересно, вот этот лес горелый-то, он что, с тех времен лежит, с 49-го года, или это еще не раз горело? Так, ну что там мой каяк? Вот, все отлично. Не оттаивали его. Да, ветер сильный, вон волны поднимает. Ну что, 5 миль у меня вышло сходить туда и обратно. 3 часа по времени. Нормально, прогулял, прям доволен, так красота такая. Я это место наметил еще до путешествия. Поставил метку, что надо сюда сходить хотя бы в горы, не все по реке, чтобы какое-то красивое место. Так что нормально. Сейчас проголодался, я бы искупался сейчас покушать. Супчик тут сварил себе. Шиповника набрал. Сейчас будет отвар шиповниковый пить, вкусный. Уже неделю в путешествии. Вот и в голове начинает все в порядок приходить. Уже мыслей меньше. Тишина в голове. Как и
все окружающее вокруг меня. Наверное, это и есть идиллия с самим собой, когда у тебя просто утихают все мысли внутри. Всякие, как его сказать, мозг постоянно работает, короче, вот когда захламлен всяким информационным мусором, ненужным, всякими какими-то муравьиными делами ничтожными, какими-то проблемами, не знаю, от взаимодействия с другими людьми. Вот, и, конечно, от этих людей надо дистанцироваться, которые причиняют тебе много всяких хлопот, забот. Ну, я не говорю про семью, а вообще всякие. Коллеги на работе, например, какие-нибудь. Там соседи. Жизнь просто превращается в суету вот этого. Забываешь свое главное предназначение в жизни. Для чего ты создан. Сейчас мне так хорошо. Я ничего не чувствую сейчас. Я такую приятную усталость чувствую, что я сейчас лягу в палатку, я поел, у меня сытый желудок, и все, и мне больше ничего не надо. И так вот каждый день. И для меня это счастье. Хорошо провести день, походить по горам, поплавать. И уж так, чтобы вечером уставшим сидеть, пить шиповниковый чай, лечь в палатку и уснуть крепким сном. Под этими скалами.